Продолжаем. Как на самом деле выглядит Шурале и как любит пошалить Иясе, татарский домовой. Казанская художница показала, как выглядят злые и добрые татарские духи. На это ее вдохновили рассказы тех, кто якобы встречался с нечистью в реальной жизни. Свидетельства были собраны на рубеже 19 и 20 веков этнографами Казанского университета. Однако даже современные горожане утверждают, что сталкиваются с необъяснимым. Нашу героиню вместо будильника будет домовой, а уфологи и вовсе насчитали 20 адресов, где привидения уже засветились. Специальный репортаж Юлии Шабановой. С этой стороны была тоненькая косичка спустила. Наиса Апа ложилась спать с распущенными волосами, а когда проснулась, то обнаружила, что ее кто-то заплел. Все это проделки Иясе или татарского домового, уверена женщина. Мою правую руку, он вот так вот взял мою правую руку, я проснулась. Домовой, вот так он меня будет иногда, бывает. Иногда мне говорит: Наиса, значит, надо вставать. Маленький человечек. В доме художницы Ларисы татарский домовой никогда не шалил. Более того, она его никогда и не видела, но представляет себе именно таким – работящим, добродушным, с длинной бородой. Мастер проиллюстрировала 13 персонажей из татарской мифологии. В этих духов наши предки не просто верили, они с ними встречались. Рассказы очевидцев до нашего времени дошли благодаря этнографу Якову Коблову. Возвращался как-то мужчина из Казани в свою деревню. Время было ночное. Заметил, что по обеим сторонам возле него движется 2 стога сена, а возле них что-то светится. Еще сильнее испугался татарин и с молитвой поехал дальше, а стога ни на шаг от него не отставали. В это время пропели петухи. Вмиг стога исчезли. Однако ночное приключение не прошло для мужчины даром. Он сильно заболел и едва не умер. Ехала однажды женщина на телеге в деревню. Человек обернулся в огненный шар и покатился к телеге, а докатившись обернулся маленькой девочкой и вмиг оказался в повозке. Женщина начала терять сознание, но вдруг рассердилась и стала ругаться и бить девочку палкой. Она вспомнила, что в таких случаях люди советовали перепрячь лошадь головой телеги. Так она и сделала. Девочка в тот час исчезла. Если верить очевидцам, Казань потустороннюю населяют джинны, керемети, дивы и прочие. Серия открыток – весьма смелый проект, говорят издатели, которые хотят, наконец, разбить стереотипы. Так, например, лесной дух Шурале со сказочным образом ничего общего не имеет. Когда мы читаем описание Шурале, мы видим, что это была фигура какого-то страшного существа с большими грудями, который при беге он закидывал за спину свою. И когда читаешь, это действительно охватывает ужас какой-то. То есть, действительно, это не красивый Шурале, который в тюбетеечке сидит и общается с татарином, да? Этому вопросу посвященная есть целая сура. То, что потусторонние силы существуют, говорится даже в священной книге мусульман – Коране. Однако в духовном управлении мусульман верующим рекомендуют ни в коем случае не общаться с духами, даже если они очень назойливые. Мы можем чувствовать определенные удушья, что вот как будто кто-то на нас сидит и именно сдавливает наше горло, хотя мы его не видим, кто-то может видеть. Или в подворье, особенно в грязных местах, может посетить наше сердце страх, что как будто кто-то за нами наблюдает или в спину нам смотрит. Это все джинны, это все бесы. Казанские исследователи паранормальных вещей считают, что у духов нет национальности. Уфологи составили даже специальную карту мест, где привидения постоянно передают привет с того света. Всего 20 адресов. Так, в столбищах на дороге водители периодически видят призрак невесты. По легенде, здесь разбился свадебный кортеж. В доме Кекина то и дело появляется белая фигура мужчины в кальсонах. Нечто проходит сквозь стены. По одной из версий, это призрак вора, которого насмерть забил предприниматель. А вот в усадьбе помещиков Родионовых на улице Горького, наоборот, много раз видели некую черную фигуру. Фантом появлялся ровно в 5 часов дня и парил над зданием всего минуту. Образы очень похожие, практически иногда одинаковые у разных народов. Причем очевидцам даже удалось сфотографировать мертвую невесту. Фото нечеткое и может вызвать массу вопросов и скепсиса. А вот по открыткам должно быть все понятно и ясно. Они яркие и оставляют место для фантазии. Вырвут, несмотря на то, что это вроде как бы
создание страшное, анал купыря, который пьет кровь и все такое, а картинка сама по себе очень красивая, цветная. Наиса Апа, которая домового не видела, а только чувствовала, сегодня познакомилась с ним. Интересно было увидеть озорника в лицо, говорит она. Но женщина уверена, что тревожащий ее дух посимпатичнее будет. Ой, домовой, как хорошо, что ты у нас есть, что ты у нас такой хороший. Спасибо тебе большое. Я радуюсь, что у нас в семье очень хорошая атмосфера. Юлия Шабанова, Эльмира Галиахметова, Алексей Кулешов, Роман Фенин. Телеканал «Эфир».